Появилась избушка. Тулана что-то я не вижу. Обычно он в коридоре там лежит. Нету его. Сейчас сразу я в банку бахну один раз. Почему у меня в рябчика не попала пуля? Что-то я трогал оптический прицел, может избилось что-то там. Крутил, вертел дома. Нету Тулана. Не вижу. Или лежит где-то. Может, в будке. Следы есть. Бездельника нету. Так что не нагулялся еще он. Я думал, он тут лежит. В будку он не старается ложиться. Там его нету. Ладно, сейчас банку поставлю. Постреляю. Все. Дошли. Печка что-то там не дымит даже. Дверь приоткрыта. Щель маленькая была. Он заходил, наверное. Вот так щель была. Но он заходил. Тыры-пыры. На столе хлеб лежит. Не трогал. Я думаю, он в избушку заходил. Куда он дальше ушел? Придет. Надеюсь. Нет, так нет. Свежие следы вон есть. Недавно еще тут он был. Что-то волны слишком уж большие. Вон ветер оттуда. Волны идут. Ладно, надо отдохнуть. Немножко даже и устал, если честно. Немало прошли мы. Ух ты, ветерок такой. Для пристрелки не очень хорошая погода. Так, что у меня печка? Немножко осталось. Сейчас загрузим дровишек. Загорится. Смотрите, ребята, кто прискакал. Бездельник вернулся. Жив-здоров. Целости, сохранности. Волки не съели. Вот так вот. Поставил банку сейчас. Хоть один раз. Один выстрел сделать надо. Надо перед охотой всегда пострелять. Монцеты, Тула. Монцеты.
Нашел место, куда встать. Башка попадет, больно будет. Где он? Бездельник мой. Так. Ладно, сейчас бахну, а там видно будет. Попал. Почему в рябчика тогда я не попал? Почему тогда я в рябчика не попал? Банка попала и упала. Сейчас, чтобы все без обмана было. В яблочко прицеливался. Сейчас потом чай попью, отдохну, надо нормально пристрелять, еще охотник. Куда он попал-то хоть? На краешек, что ли? В край. Ну да. Вот так вот. Не так было. Выше летит пуля. Даже гвоздь у меня. Блин. Туф. И туда рикошет. Блин, неудобно. Ладно, так поставлю. Если не улетит. Центр прицеливался, на 3 сантиметра выше пошла пуля. Видели как? Вон. Вроде каким патроном стреляла. Обычным, наверное. Сейчас еще один контрольный выстрел сделаю. Потом охотником буду стрелять. Сейчас классно попал. Прям звук такой, как будто попал именно по центру. Ну да, так и есть. Вот так стояла у меня ванга. В центр, видите? В центр идет. Сюда я прицеливался, но все равно чуть-чуть выше идет. Все, на этот год, в принципе, этот патрон слабенький, который СК, мне и не нужен. Сейчас уже буду переходить на более мощный. Рябчиков-то нету с этим патроном стрелять. Только в банке и остается. Так, ладно. Надо отдыхать, тулана накормить. Ему еды я привез. А, у меня там выгрузил. Что? Да? Так где был ты вообще? Бездельник. А? Морда наглая. Все хорошо. Но надо готовить ужин. Ух, проголодался. От этих пристрелок прям устал даже. Туда-сюда ходишь. Много раз пришлось ходить 100 метров. Считай 100, обратно 100-200 метров. Намотал, короче, тут дофига. Картошку почищу. Тушенка есть. В общем, в котелке уже вода. Собаку накормил. Он довольный, сытый, пьяный. Вот. Ну и мы тоже будем сытый, пьяный. Сейчас домой позвоню. Скажу, что буду ночевать.
Здесь связь ловит нормально. Могу дозвониться. Заготовил дрова уже, пока не стемнело. Завтра чем буду заниматься, пока не могу сказать. Возможно, также буду искать чагу. А что еще остается? Хотел, знаете, хотел с утра на охоту, но что-то особо и не хочется. Поищу чагу, может. И да фиг знает, что я завтра буду делать. Зачем планы строить? Потому что план нужен, но на завтра просто не знаю. По прогнозу сегодняшнему я не вижу особо смысла ходить по тайге. За полдня, вот считай, я полдня сегодня ходил, не меньше. Полдня ходил, и за это время я видел только одного рябчика. Единственного рябчика. Вообще нет дичи. Вот. Потом мне пример не надо приводить, что вот там кто-то там стреляет, там добывает. А я чищу картошку. Пока так. Я ничего не могу сделать. Кого-то добывать, если за полдня один рябчик и то улетел, промахнулся. Ну и фиг с ним. Значит, он будет жить до следующей весны. Это был самец один. Даже самочки не было. Вот так вот. Ладно, сейчас я готовлю ужин. Потом уже за столом еще включусь. И буду сегодняшний день заканчивать. Вот так и прошел день. Ну что, ужин. Сварил суп. Приготовил целую кастрюлю. Ну, маленькую кастрюлю вполне достаточно. Тушенка, суп пачковый, как всегда. Поужинаю и просто буду лежать. Если засну, вообще здорово было бы. Если нет, так у меня фильм есть еще есть двухчасовой там про тоже бандитов каких-то. Это уже я качал этот фильм перед поездкой на вторую избу. Так и не смотрел еще. Вот. Ну, сегодня день такой был. Прогулялся по тайге. И все. Особо ничего такого и рассказать. Горячий. Вот. В общем, что будет завтра, уже завтра буду показывать, рассказывать. Сегодня немножко пострелял с патронов Охотник 410 экспансивные и Охотник 370 обычные патроны. Стрельбой не скажу, что я доволен. Не знаю, видео это выложить, не выложить эту стрельбу. Отдельный фильм может сделать. Или вообще не выкладывать. Экспансивный 410 хорошо летит. 50 метров вообще идеально, отлично. Последние вот выстрелы вот сегодняшние вообще идеально там. Ну, хорошо летят. Можно глухаря, скажем, с 50 метров легко добыть. Даже если постараться, в голову даже можем попасть. А на 100 метров вообще он вообще гуляет. Куда хочет, туда и летит.
Даже я не буду рассматривать, чтобы охотникам 410-м охотиться 100 метров. Это не вариант, вообще не попадает. 410. А 370 я уже в прошлом году вам показывал, как 100 с лишним метров было, я добывал косача. И сейчас вот стрелял тоже со 100 метров. В принципе, можно кучку собрать, если так оружие, как сказать, прикреплено, чтобы не шаталось ничего там. А я стрелял так. Ружье поставил на чурку и все равно немножко гуляет прицел. Вот. Я скажу вам, с дальних расстояний уже немножко отвык, чтобы вот 5 копеек там попадать. Раньше хорошо стрелял, а сейчас что-то или патроны не такие, или сам стрелок такой стал, или винтовка, оружие, что-то там. Но скорее всего, наверное, патроны. Патроны не очень хорошие. Делают у нас. Импортный с импортным, конечно, не сравнить. Вот. Не знаю, может даже и не буду это выкладывать, как я стрелял. Хрен пойми, что делать. Ладно, сейчас я буду ужинать и отдыхать. В общем, до завтра. Завтра будет день опять. Посмотрим, что делать. Сейчас идет снег с дождем. Может и будет непогода, и придется с утра уже выезжать. Если будет идти там дождь, снег, тут делать просто нечего. Сам понимаете. А сейчас пока ужинаю. Все, давайте, до завтра. Печка загудела. Подкинул дрова. Вот такой пододеяльник сегодня. Ну, немножко так укрывался. Так. Жарко было. Жарко было. Спать. Тепло. Давайте выйдем на улицу. О, тулан уже. След простыл, куда-то ушел. Я вчера суп ему добавлял. Немножко хлеба осталось и супа. Что-то он не съел. Пацан куда-то убежал. Ух, как загудело. Ну вот, ребят, утро. 30 октября. 30 октября. Ночью вставал такой вот сырой снег шел с дождем. Так вот. Но не тает, между прочим. Ветер поднимется. С утра так тихо. Нету ветра. Спал так себе. Не скажу, что вот я лег и до утра. Нет. Я много раз сегодня вставал. Раз 4, наверное, вставал, не меньше. Подкидывал дрова. Дров хватило там, что заносил нормально. Сейчас еще вот эту полено тоже занести надо. А, вчерашнюю чагу не показал. Вот, вчерашняя чага. Что вот полдня я искал. Вот, такое количество. Совсем мало. Сегодня, может, еще схожу. Куда он ушел-то, бездельник? Любит поутру ходить куда-то. Вот
Здоровая чурка такая. Поляна. Вот когда приезжаем, он постоянно куда-то убегает. И с утра постоянно. Вот каждое утро так почти. Редко, когда я его вижу, чтобы он возле избушки с утра был. Вот. Сейчас чай попью. Там будем решать, что дальше делать. Сейчас вот такой снегопад. Охотник 410. И у меня 4 патрона осталось. Всего только 4 патрона осталось. Элей экспансивный. Сейчас на улице покажу разницу советских патронов и импортных. Вот она разница, ребят. Догадайтесь, какой импортный, какой советский. На вид они одинаковые. Вот они. Размеры все одинаково, вот один в один. А вот патроны. У одного отверстия, смотрите, какое тоненькое. Я не знаю, миллиметр, наверное. У второго, смотрите, какой большой. Сейчас я еще покажу. Вот разница. Этот элей, не знаю, догадались или нет. Вот. Элей справа, отверстие почти 2 миллиметра, грубо говоря. Ну вот, от 1 до 2 миллиметров. А второй, ну, миллиметр. Это советский. 410. Элей патрон. Прям идеальный. Я несколько глухарей добывал с этим патроном. Ну, нормально так. Глухарей 10, наверное, удавалось добывать. С элеем. Вот последние патроны только остались. 4 патрона. В этом сезоне так и не удалось добывать с элея. Но... А охотник 410 или еще вот какие-то наши советские экспансивные. Я думаю, они даже с такими дырочками, с такими отверстиями, дырочками, наверное, и вообще не будут раскрываться эти пули. Спрашивали, почему 410 экспансивный. Что за патрон такой? Экспансивный — это с отверстием, который при попадении в цель, пуля раскрывается так. И дальше летит, уже рану больше делает. А полный свинец, он прям прошивает, проходит. А экспансивный, он разрывает, как бы больше рану делает. Но этот вряд ли, наверное, и раскроется. Но на 50 метров хорошо летит. Бля, прям вообще отлично. Понравилось вчера, вот так пострелял. Последние вот выстрелы самые красивые, хорошие получились у меня. Вот такой снегопад. Ладно, что-то надо делать. Этот сейчас выпадет снег, потом начнет таять. Пришел бездельник. Остатки супа ему все дал там. Пусть покушает. А сам я готовлю яичницу. Ему это достаточно. Да и неохотно что-то ест. Нагулялся. Набродился там. Сейчас я его на поводок посажу, а сам на охоту схожу. Бездельник мой. На завтрак решил вот такой яичницу приготовить. 5 яиц. В общем, позавтракал, яичницу съел, стакан чая выпил. Смотрите, какая елка. Вот это, да, красота такая. Пышная и вообще густая такая. Вот. На лугах вот красивые елки. Луга зарастают, смотрите, везде вот все зарастает. И елки шикарные тут растут. Именно на лугах, везде.
на какой луг не зайдешь, везде хорошо. Елки красивые. Вот. Ну что сказать. Позавтракал, ходил вот такой вот старый бушлат, потому что очень сыро. Много в тайге ходить тоже невозможно. Схожу ради чаги. Просто интересно, хочется еще чаги набрать. Сегодня в другую сторону сходим. Вчера вот где бродил, там чаги вообще нету. Сегодня еще в другое место схожу. Там проверю. Если не буду находить ничего, никто меня не задерживает. Развернусь и обратно в избушку. И сразу уже буду уезжать. Просто делал тут. Можно рыбачить без проблем. Река открыта. Не хочется. Не хочется, честно. Подожду первый лед. Там уже будем рыбачить. Вот. Взял ружье на всякий случай. Может, рябчика где еще встретим. Свисток забыл. У меня в другой куртке там у меня. Но и возвращаться тоже не буду. Вот такие дела. Все капает, капает. Слышите? Ой-ой-ой. Буду ходить просто под такими каплями дождей. В общем, сыро, очень сыро. Все капает, все падает. Ладно, сходим, посмотрим, а там видно будет.